Конечно, возрождение каждой души человека, если только он соприкоснется с этим, задумается об этом, то соприкосновение с преподобным Серафимом не может пройти бесследно, потому что это святой связывает наше прошлое, наше сегодняшнее с нашим будущим. Пока у нас есть такие святыни, и пока мы еще не разучились поклоняться этим святыням, у нас, конечно, надежда на возрождение есть. Любовь к преподобному Серафиму Саровскому собрала во множестве православных земли Владимирской, чтобы встретить драгоценную святыню нашей церкви. И вот, созерцая, поклоняясь и молясь перед святыми мощами великого саровского подвижника, мы верим, что молитвы преподобного Серафима Саровского укрепят нас в нашем служении Святой Церкви Христовой, ее единству, вселят в наши сердца дух покаяния и дух сокрушения. Вот сейчас, когда идешь по улице и видишь лица наших людей, нашего времени, которых уже обработаны этой 70-летней такой, можно сказать, мясорубкой, даже сказать, душевной, и думаешь, вот может ли быть возрождение таких душ? Я думаю, что может. Наверное, ожидают нашу страну, конечно, еще тяжелейшие испытания, конечно. А после этого может быть возрождение. Все-таки душа русского человека непредсказуемая совершенно, по-моему, так. Ведь сколько было так вот, таких вот поразительных всяких перемен. Если Россия не возродится в прежних своих границах, то возродится, конечно, духовность. И, может быть, все русские люди придут к вере, возвратятся. Я в это верю. Где люди повернулись лицом к своим историческим корням, где люди осознают, что без духовных основ, без нравственных основ нельзя строить сегодняшнюю жизнь и завтрашний день нашего общества. Действительно возрождается духовность, возрождается нравственность в нашем народе. И мы убеждены, что пронесение святых мощей преподобного Серафима Саровского даст людям больше доброты, той доброты, носителем которой был преподобный Серафим Саровский в жизни, и который он щедро одарял каждого, кто приходил к нему. Для пребывания святых мощей преподобного Серафима Саровского на Нижегородской земле, мы верим, несет мир, успокоение в души людей. Мы, по правде сказать, ожидаем от преподобного, от его ходатайства пред Богом, вообще стране нашей спасения, всей, в целом, вместе со всеми, что Господь обратит всех, явит вновь Русь Святую.
все же сходится, все пророчества, все предсказания. Мы еще не знаем тех чудес, которые нас ждут впереди. Я думаю, что люди все слабые на чудеса, на отчасти их, и это тоже привело. Пусть так, что они пришли, все сюда съехались. Все-таки это ради Господа, во славу Божию. И преподобный Серафим Саровский, как русский святой, как молитвенник за землю русскую, да благословит народы земли нашей, дарует нам согласие, терпимость, мир, любовь друг к другу. Наш путь мощами преподобного Серафима Саровского достиг города, который сохранил величественные памятники церковной истории. И верующие этого града, которые сегодня во множестве встречали святые мощи, будут иметь возможность поклониться им в этом величественном Арзамасском соборе Воскресения Христова, помолиться пред ними за Отечество наше, за святую Церковь нашу. Радостно, очень даже радостно. И я думаю, нет ни одного человека, который эту радость на своем сердце не испытывает. Ее даже выразить невозможно словами. Это только надо присутствовать и чувствовать эту благодать. И это каждый человек чувствует. И он домой повезет эту святость и радость. И вот так мы будем объединяться в единую. Вот пусть они милиционеры, любые, все люди мы как одна семья будем. Во Христе одна семья. Пройдет гроза над русскою землею, народу русскому Господь грехи простит. И крест святой, божественной красою на храмах Божьих снова заблестит. Открыты будут вновь обители святые, и вера в Бога всех объединит. И колокольный звон всю нашу Русь святую от сна греховного к спасенью пробудит. Исполнилось пророчество преподобного. Проделав длинный путь по дорогам России, мы завершаем его в Троицкой Дивеевской обители, где будут почивать мощи преподобного Серафима, куда будут стекаться благочестивые паломники, чтобы поклониться его честным мощам, приблизиться к нему духом, молитвой, упованием и верой. Мы благодарим Господа за эту милость, которая дарована нам, быть участниками этого торжества, быть участниками Пасхи среди лета, быть участниками возвращения святых мощей преподобного Серафима в обитель, которую он любил, которую он созидал своей серафимовской любовью. Мы видели, с какой радости духовной встречали православные верующие
в городах и весях драгоценные святыни церкви нашей, святые мощи преподобного Серафима Саровского. Действительно, пасхальной радостью